426 уголовных дел рассмотрено судами Абхазии за 2024 год. За отчетный период осуждено 447 лиц, из которых в качестве основного наказания в виде штрафа получили 48 человек. 397 исполнительных документов поступило на рассмотрение в службу судебных исполнителей в 2024 году. Было возбуждено 372 уголовных дела. К настоящему времени окончено 113 дел. По 53 делам на общую сумму 29 миллионов рублей осуществить принудительное взыскание штрафов на данный момент невозможно, поскольку все должники отбывают наказание в местах лишения свободы. Правосудие заключается не только в вынесении справедливого решения, но и в обязательном обеспечении его исполнения. Без этого судебная система утрачивает свою юридическую силу и превращается в совершенную формальность. В современных условиях органы принудительного исполнения выполняют критически важную функцию, обеспечивая, во-первых, реализацию судебных решений и завершенность судебного процесса. Далее, восстановление нарушенных прав граждан и организаций, ну и укрепление авторитета судебной власти и доверия к государственным институтам. В 2024 году в миграционной службой Абхазии было составлено 212 административных протоколов, выдворено за пределы республики 18 человек. Об этом в своем докладе рассказал начальник государственной миграционной службы Саид Цвинария. Реализация поставленных задач, направленных на усиление миграционного контроля, наглядно показала, что применение административной практики – это эффективный механизм предупреждения административных правонарушений. Сегодня, благодаря применению данных мер, мы уже фиксируем положительную динамику деятельности всей службы в целом. В 2024 году в республиканский бюджет поступило 69,3 миллиона рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения, рассказал начальник ГАИ Дамир Авицба. Это результат установки камер, фото и видеофиксации на дорогах. Анализ указанных данных позволяет сделать вывод о необходимости продолжения реализации комплекса мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах Республики Абхазия. Ключевым направлением работы остается совершенствование системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей. Основным товаром, за незаконный ввоз которого в Абхазии возбуждали административные дела, стало оборудование для майнинга. В 2024 году таможенники изъяли 570 аппаратов. С начала этого года более 400, сообщил глава отдела дознаний и таможенных расследований ГТК Тимур Гайдуков. Также он добавил, что за полгода выявлено 12 попыток ввоза наркотиков и психотропных средств. В рамках реализации оперативной информации в 2024 году выявлено 10 фактов уголовно наказуемых деяний при попытке пересечения государственной границы Республики Абхазия с целью ввоза наркотических средств или психотропных веществ. В текущем же году у нас эта цифра перешла за 12 фактов. В качестве объектов таможенных правонарушений по возбужденным административным делам выступали следующие основные категории товаров. Первое, у нас идет особое внимание, это на вычислительное оборудование для извлечения криптовалюты. Вторым можно обозначить, это табачные изделия, у нас в общей сложности более 29 тысяч пачек обнаружено изъято, также алкогольная продукция, более 800 единиц бутылок. Подводя итоги, генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба положительно оценил работу правоохранительных органов и поблагодарил за проделанную работу. В целом результаты хорошие, с учетом доклада начальника ГАИ, начальника миграционной службы. Кстати, благодарим вас за проделанную работу. Будем надеяться на то, что у нас будут результаты еще лучше. Есть проблемы, над которыми надо работать. Их очень много, вам виднее. Почему? Потому что вы непосредственные исполнители, и вы непосредственно сами ими занимаетесь. Координационное совещание в Генпрокуратуре было посвящено обобщению судебной практики по делам, по которым назначены штрафы. Такие встречи будут проводиться раз в квартал. Кунда Шоу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.